Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Современные тенденции развития сферы информационных технологий требуют все большего количества данных для анализа и обработки. В связи с этим появляются новые профессии, в их числе и разметчики данных. О том, как и где освоить эту профессию в Якутии, мы сегодня поговорим с нашими гостями, директором лаборатории искусственного интеллекта Республики Татьяной Платоновой и аналитиком данных Миленой Герасимовой. Татьяна Альбертовна, Милена Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с главного. Вот у нас появились такие курсы в республике. Но понятное дело, что какие-то предпосылки для этого были. Вообще, как появилась идея создать подобный курс? На самом деле, когда открылась лаборатория, мы столкнулись с тем, что есть такой некоторый недостаток в данных. Да? То есть искусственный интеллект, он сейчас заходит везде, и непосредственно качество его обучения, то, где он может применяться, кроме доступных открытых моделей, он очень сильно зависит от наличия данных. И также у нас появились партнеры индустриальные, у которых есть специфические задачи, для которых датасеты в открытых источниках, тем более размеченные, найти нельзя. Таким образом, мы начали думать, каким образом это вообще сделать, и поняли, что вот какой-то такой свой центр разметки данных мы можем вполне создать у себя в лаборатории. Угу. Что такое разметка данных? Вот я человек от IT довольно далекий. Ну, сейчас в целом тема с искусственным интеллектом очень сильно развивается, и сам искусственный интеллект тоже сильно развивается. И во многом этому очень способствуют люди. То есть в целом сам искусственный интеллект по себе он ничего не знает, если только его обучить. Обучением занимаются люди. А для того, чтобы он давал нужные и правильные ответы, нужно обучить именно на качественных данных. И как раз вот разметка данных является именно таким этапом подготовки данных. И в целом, если по-простому говорить, то это процесс, в котором человек учит искусственный интеллект понимать какую-то информацию. Ну, например, есть фотографии кошек, да? Когда человек смотрит на эти фотографии, он понимает, что это кошка. А компьютер понять это не может без помощи человека. То есть человеку нужно сделать именно метки на этих фотографиях о том, что вот находится именно здесь кошка. Ну, в целом, этот процесс похож именно с обучением детей, различать какие-то объекты. И постепенно учатся понимать все это. То есть работа такая довольно методичная? Да, методичная. Там как раз важна именно усидчивость. И в целом очень монотонная работа. А в каких сферах она применяется? В сферах везде, где есть, можно применить искусственный интеллект, так скажем. Например, в медицинской снимке, да, мы обучаем искусственный интеллект распознавать какие-то заболевания, и как раз для того, чтобы обучить, мы там делаем разметки, выделяем вот эти вот какие-то патологии, можно сказать. И также в разных системах безопасности и в других сферах тоже. Угу. Звучит интересно. Татьяна Альбертовна, вот вы директор лаборатории искусственного интеллекта. Чем занимается лаборатория? Лаборатория на самом деле создана при поддержке Сбербанка и Республики и Северо-Восточного федерального университета. В целом целью создания лаборатории является повышение компетенций. Также мы стремимся, как вся наша страна, к технологическому лидерству в области искусственного интеллекта. Кстати, недавно прошел у нас первый сбор заявок на получение грантов от лаборатории в целях поддержания проектов, которые активно занимаются искусственным интеллектом. То есть у нас есть своя небольшая исследовательская группа, которая занимается языковыми моделями, в том числе на русском, якутском, английском языках, их развитием и доработкой для целей республики, для целей лаборатории. Также мы собираемся набирать проектные команды, которые будут заниматься социально значимыми проектами для нашей республики. Сейчас на гранте как раз-таки у нас поступило 23 заявки на получение гранта, и в четверг у нас будет проводиться отбор именно тех, кто получит у нас грант и станет одной из проектных команд лабораторий. Ну, довольно волнительный момент ждет вас в ближайшее время. А почему решили заняться языками? Вообще, в целом, наверное, можно поделить на несколько крупных направлений. Это и компьютерное зрение, языковые модели, обработка аудио, видео, генеративный искусственный интеллект, и так далее. Да? И языки являются одной из таких базовых технологий, которые, в принципе, можно использовать везде. То есть наша лаборатория немножко отличается от нашей
тоже вот нашего друга лаборатории в СВФУ, потому что они больше занимаются именно фундаментальными исследованиями. А наша же задача — это более прикладные задачи для нужд республики именно. А на текущий момент очень много задач, они покрываются именно большими языковыми моделями. То есть это голосовые помощники, обработка документов, формирование ответов, сбор какой-то статистики, аналитика. И плюс очень большой пул задач также сводится к компьютерному зрению как раз-таки. Да? Это вот анализ объектов, местоположения, объемов, каких-то аномалий, там, в том числе вот, задачи корпоративного сегмента. Это, там, например, нарушение техники безопасности, просчет каких-то объемов, да, на производстве. Вот это вот все можно решать с помощью языковых моделей и компьютерного зрения. Соответственно, мы взяли вот эти два направления как базовых, и в будущем, в принципе, наверное, как и все в мире, да, будем переходить именно к мультимодальным системам, так называемому сильному искусственному интеллекту, который, в принципе, воспринимает все виды информации. Ой, то есть это можно говорить о том, что когда-то в ближайшее время, ну вот есть, например, не знаю, как голосовой помощник Алисы, которая может там, в общем-то, и радио включить, и таймер поставить, и поговорить. А на якутском языке тоже такое может появиться. Причем это же будет наш оригинальный продукт. Якутским языком у нас занимается как раз команда из Северо-Восточного федерального университета. И на мероприятии «Цифровой алмаз», это форум, который проходит ежегодно, в этом году был 3-й, мы представили главе Айсену Сергеевичу айту на якутском языке. Сейчас она находится в состоянии прототипа, в принципе, но уже она умеет воспринимать якутский язык, отвечает, может рассказать про себя, рассказать про то, о чем она знает в мире. И я думаю, где-то в 1-2 квартале, например, вот есть же цифровой помощник главы республики Айта на русском языке, который обрабатывает запросы населения и проводит их маршрутизацию. Там уже добавится якутский язык. Ну да, это вопрос времени, потому что такой проект действительно требует к себе много внимания. Милена Николаевна, это, наверное, как раз-таки по вашей части, потому что эта работа довольно усидчивая, как вы уже отметили. Какие данные вы обрабатывали и разметкой данных чего занимались? Ну, в целом, вот, если касательно языковых моделей, то я как раз занимаюсь именно чисткой текстов, по которым уже обучаются сами модели языковые. А по разметке данных, ну, конкретно я являюсь именно куратором. Самой разметкой я сама не занимаюсь, именно группа разметчиков. И ну, там разметки именно видео, появляются такие задачи. И другие тоже в будущем будут. Вот этот курс, который мы сейчас начинаем, он начинается именно с изображений, да, то есть задачи разметки, чистки, они тоже очень делятся по направлениям, как я и говорила, да, там типа вот машинное зрение, вот языковые модели, к ним подход идет совершенно разный, поэтому проще всего вот начать, наверное, с изображения разметки, то есть вот если супербанальная задача — это кошка, ну, понятно, готовые датасеты, их много, то мы немножко идем дальше, есть специфические задачи, например, разметка дорог, у которых есть там определенного типа ограждения, да, определенного типа материала для их ремонта, наличествует ли колея. Это вот как раз-таки социально значимые задачи, в том числе для нашей республики, потому что у нас очень много дорог, очень плохая связь, да, расстояния максимально большие. То есть, например, вот эта задача, к которой мы хотим приступить первой, она относится к тому, куда послать ремонтную бригаду в первую очередь. Да? То есть аналитика видео с оборудования, которое ездит по этим дорогам грунтовым, она поможет автоматически сказать, что вот лучше поехать по этой дороге, ее состояние намного хуже, и там, например, уже есть необходимый объем материалов для ее ремонта, либо его нет, и то есть надо взять с собой. То есть такие прикладные задачи, но тем не менее для них готовых решений нету, и поэтому необходимо вот именно размечать данные, понимать, какие там машины, с какими видеорегистраторами ездят. Вот эти вот все потоковые видео, это порядка скольки кадров в секунду? Там, например, 30-секундное видео может в себе иметь 1700 кадров, например.
Это большой массив информации. Да, вот это все видео, то есть надо сидеть и аккуратно каждый кадр, когда объект необходимый, объект, который нам нужен, появляется в кадре, разметить его контуры, перейти к следующему, еще раз разметить. То есть объем работы там большой. При этом от качества разметки очень сильно зависит качество обучения модели и то, насколько точно она будет определять все это. Давайте напомним нашим зрителям, что мы работаем сегодня в прямом эфире. И задать вопрос нашим гостям можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 8 914 235 0502. А вот вы мне говорите про искусственный интеллект, и сразу возникает вопрос, ведь он же появился не вчера и не сегодня. Почему же получается так, что вот, например, когда просишь нейросеть обработать фотографию, да, или там оживить какую-то картинку, все равно получается там человек шестипалый, например, или там глаз куда-то убегает. Это значит все еще не так идеально, не до конца совершенно? Не вчера и не сегодня. На самом деле искусственный интеллект, он как бы там базовые, в принципе, там 80-е, 70-е он уже возник. Тем не менее, не хватало мощностей компьютерных, да, то есть у нас очень резко идет технологический прогресс, который помогает вообще обрабатывать ежесекундно гораздо больший массив данных, да, во-первых. Во-вторых, технологический процесс. Вообще сфера искусственного интеллекта, она очень сильно завязана на математике. Это тоже такая небольшая проблема, с которой мы сталкиваемся. Если вот, например, решить проблему разметки немного проще, да, мы можем быстро научить человека овладевать базовой технологией. Есть, конечно, задачи, на которые нужно базовое образование. Например, мы говорили про медицинские изображения. Там мы, например, не сможем собрать команду из разметчиков, которых мы обучили на курсе. Да? Разметка медицинских снимков, она производится строго врачами-рентгенологами, которые имеют квалификацию и могут вот распознать какую-то патологию на снимке. То есть необходим свой какой-то скилл. А вообще, когда мы говорим про искусственный интеллект, он очень сильно зависит от именно базовой математики, от понимания всего вот этого, да, то есть это то, чему ты не научишься там за 3 месяца, за полгода, там, даже за год, условно. То есть вот когда, например, заходим на какой-то сайт, и там выскакивает, подтвердите, что вы не робот, выберите определенное количество картинок, капча это называется. Это вот оно и есть? Или это что-то другое? Нет, наверное, нет, да? Да. Был вот вопрос про, например, там, генерацию людей с 6 пальцами, да, вот это очень классическая же такая проблема нейронных сетей. На самом деле она возникает из-за того, что вот как раз-таки разметка данных, да, нам нужна под специфические задачи. А сначала она все-таки училась на том, чего в интернете много, да, каких картинок много в свободном доступе. И вот образы людей, образы там котиков, ежиков, деревьев, их много. Но фотографий, например, кистей рук, на которых видно все 5 пальцев, их ограниченное количество. То есть все равно это качество изображения, макроснимки рук не пользуются популярностью, плюс очень много, например, мультяшных героев, да, у которых руки есть, пальцы есть, но их там условно 3 штуки прорисованных. Соответственно, модель не может адекватно научиться тому, вот сколько у человека пальцев на руках. Но тем не менее сейчас уже большинство моделей рисуют нормальных 5-балых людей, потому что вот есть у нас базовая модель, она научилась в целом, да, потом ты ее дообучиваешь на руки, то есть там ты уже конкретно готовишь фотографии, датасеты с руками, где видно, что вот пальцев 5, пальцы в таком положении, размечены, наверное, даже определенные пальчики, вот это мизинчик, вот это большой. Да, и положение рук тоже можно там размечать, например. Соответственно, это все задачи, они решаются постепенно. Да? Сначала мы научили генерировать картинку людей в целом, потом обучили, чтобы рисовались нормально пальцы, потом, например, были проблемы с генерацией, например, видео в анфас, то есть, в принципе, у нас достаточно много изображений людей, которые портретно снимают, да, а вот всякие повороты головы и соединение этого всего в одну картинку, да, очень часто плыло. Сейчас такая проблема уже практически решенная. Давайте вернемся к курсу. Милена Николаевна, вот вы как куратор, расскажите, какие цели и задачи курс по освоению новой профессии закрывает у нас в республике? Ну, в целом, этот курс предназначен для всех желающих, кто хочет пройти этот курс.
именно по разметке данных на программе Сиват. Сиват — это программа для разметки изображений, видео, в целом таких данных. И на самом деле таких программ очень много, но мы остановились свой выбор именно на нем, потому что он находится в открытом доступе, и у него есть документация понятная, удобная, и в целом он имеет в себе все инструменты, которые нужны для разметки изображений. И на данном курсе можно научиться разметке данных, понять, что это вообще такое, для чего это нужно, и сразу уже посмотреть на практические примеры, как это все делается. Если говорить про структуру курса, то в нем есть 5 модулей. Первое — это введение, там мы рассказываем в целом, о чем этот курс, для чего нужна разметка данных, и знакомим с программой Сиват. И второй модуль — это у нас уже начало работы с этой программой Сиват, и там мы рассказываем о том, пока базовые вещи про то, как создать проект, задачи, какие настройки внутри у него есть, ну и тому подобное. Третий модуль уже он самый такой основной, там мы уже конкретно учим размечать данные на этой программе, рассказываем, какие виды разметки бывают. Кстати, разметку еще называют аннотированием данных. И то есть типы аннотаций какие есть, и в целом какие-то лайфхаки, как можно ускорить свою работу. И четвертый модуль — это про проверку качества своей работы, как вы разметили. Либо можно проверить самим, посмотрев какую-то статистику, либо направить его на валидацию к другому человеку, если вы работаете командой. И как сделать экспорт этих данных. Ага, значит, человек прошел 4 блока, отучился. Что происходит по завершении курсов? Ну, после уже есть 5-й модуль, это итоговая работа, там уже он применяет свои полученные знания. Есть домашнее задание разметить 20, например, фотографий. Он делает эту работу, направляет нам, и мы там уже делаем проверку. У нас есть проверяющие, и оставляют им какие-то фидбэки, отзывы свои, комментарии. И если там, например, разметка сделана немножко не очень, то мы возвращаем их на доработку и потом принимаем данную работу. И после завершения курса уже мы выдаем сертификат об успешном завершении курса. А есть такие задания, которые надо выполнять не индивидуально, а, скажем, в коллективе? Потому что, как правило, есть же такие командные кейсы, и в них понятно, кто какую роль занимает, у кого какие-то есть сильные качества, где-то кто-то, наоборот, похуже справляется с тем или иным заданием. Ну, как раз-таки разметка данных по большей части именно командами делается, потому что объем изображений, например, да, он очень большой. Как раз если, например, разметка видео, то вот мы недавно услышали, что очень много кадров. Один человек буквально с этим не справится. И, например, можно разбить таким образом, что, например, у нас есть, нам нужно разметить машины, людей на дорогах и тому подобное. И можно разбить таким образом, что один человек размечает именно данные с уличных камер, другой человек с камер, которые именно с машины получены. И таким образом можно разбивать работу и давать, можно сказать, такие разнообразные задачи. А сертификат по окончании курсов, который получает ученик, наверное, не просто слушатель, это сертификат о профпереподготовке или какого он характера? Ну, сертификат именно об прохождении данного курса. Данный курс он у нас размещен на платформе Skillometer. Это образовательная платформа, разработанная местной компанией Survey++. Это резиденты технопарка Якутии. И мы выдаем им просто сертификат о том, что они прошли данный курс, получили навыки на данной платформе. Ну, потом можно пойти и заняться работой в сфере IT. Как у нас сейчас вопрос с кадровой составляющей обстоит? Ну, на текущий момент у нас как раз-таки в планах лаборатории расширение спектра услуг по разметке данных. В том числе мы собираемся тех слушателей, которые успешно окончили курс, устраивать к себе именно по такой контрактной работе. Да? То есть разметка данных — это работа не с 9 до 6, потому что тому есть ряд объективных причин. Во-первых, будет очень сложно сидеть с 9 до 6, размечать кадры. Да? Во-вторых, работа достаточно монотонная, люди достаточно быстро устают. Тем не менее,
как вариант подработки это прям идеально, да, то есть ты сел и можешь выделить там 2, 3, 4 часа в день. Главное тут иметь, вот, как Милена говорит, усидчивость, аккуратность, да, то есть не пропускать, не все это тщательно, аккуратно делать. Во-вторых, нужен свободный доступ в интернет. И тут как раз наша идея заключается в том, что сейчас вообще по республике у нас есть же небольшая, во-первых, ну, категория населения, которой нужна работа, подработка, там, например, домохозяйки, студенты, школьники, возможно. Также в селах есть проблемы вот с оплачиваемой работой, которая не касается там сельского хозяйства, животноводства и так далее. Да. Тем не менее, у нас интернет проходит по улусам тоже сейчас высокоскоростной. И мы, например, запустили рекламу, агитацию, да, проходить именно по IT-центрам, которые запускаются вот в улусах, где провели высокоскоростной доступ в интернет, про обучение именно разметки данных. И это даст возможность в том числе сельскому населению, да, главное, вот те качества, которые мы упоминали ранее, иметь какую-то подработку, либо даже постоянный заработок. И оплата зависит только от человека, то есть по количеству размеченных кадров. И, ну, там, если спросите, я пока по цене не скажу, потому что очень сильно зависит от специфики задачи, да, то есть отметить вот условно кошку на кадре — это дешево, да, ну, кошка, все понятно. На дорогах что-то — это задача уже там сложнее. Если еще сложнее задачи, то, естественно, там в принципе оплата повышается. Поэтому в зависимости от уровня задачи, от скорости человека, да, которая в принципе нарабатывается со временем, можно завести неплохой такой там, подработку себе. Ну, это получается же еще и устранение цифрового неравенства. Здесь мы говорим не только о высокоскоростном интернете, но и о том, что человек занимается самообразованием и развитием. Да, совершенно верно. Угу. Хорошо, давайте так. Как можно полученные навыки у нас внедрять в Якутии, помимо того, что где-то мы что-то отмечаем? На самом деле, это, наверное, такой вопрос. Во-первых, в Якутии достаточно, ну, как и во всем мире, да, сейчас мы вводим искусственный интеллект везде, соответственно, под каждую специфическую задачу, вот чтобы не было ситуации с 6 пальцами, да, нужно специфические данные. Поэтому, в принципе, необходимость в разметчиках хороших данных, она будет только повышаться и повышаться там в ближайшие, не знаю, несколько лет точно, да. А во-вторых, можно же размечать не только для Якутии, на самом деле, вот мы предлагаем свое, а есть там Яндекс, подработки какие-нибудь, там еще федеральные проекты, которые также предлагают удаленную работу с возможностью вот размечать данные. То есть, в принципе, это востребовано. Угу. А в каких сферах сейчас подобная методика применяется? Ну, такая методика применяется практически во всех сферах, где есть искусственный интеллект, где создаются такие модели. Ну, например, сейчас уже, если раньше были такие базовые задачи по типу, как и говорили, разметить кошку, собаку, отличить, да, то сейчас уже более узконаправленные задачи. Например, в производстве у нас нужно автоматизировать какие-то процессы и, например, выявлять какие-то дефекты на товарах. Не для того, чтобы это делал не человек и ускорить работу, можно научить искусственный интеллект именно находить такие дефекты. А для этого уже нужны специфичные данные, и их нужно заранее еще разметить. И как раз тут еще и неполадки на оборудованиях тоже заходят. Ну и есть еще другие, много сфер. Не только промышленность, но и производство, медицина, сельскохозяйственные. И вот это вот все. Тогда я предлагаю немного порассуждать на эту тему, в том плане, что искусственный интеллект когда-то будет развиваться, наверное, даже быстрее человека-то, скорее всего, но в первую очередь его обучит программист. Вот говорят, что жизнь в постиндустриальном обществе — это там, где в основном востребована сфера услуг, а все вот эти процессы, они будут автоматизированы. Вот пользуясь вашей экспертностью, как вы считаете, через какое примерно время это произойдет? На самом деле у меня нет какой-то паники, что там искусственный интеллект заменит нас во всем. Да? Во-первых, все равно пользоваться, надо воспринимать это как инструмент. Вот люди считали на счетах, потом перешли на калькулятор, потом у них появился компьютер, но человек же от этого не потерял. Тот, кто умеет работать, все равно базовые качества
Искусственный интеллект, наверное, в ближайшее время не заменит. Другое дело, что человеку становится намного комфортнее работать, когда часть вот таких суперрутинных задач можно переложить на что-то, что сделает быстрее, потом это просто проверить, опровить и пойти дальше. Вот это больше за это, за то, что человек будет успевать больше. Мгм. А у вас какое мнение на этот счет, Милена Николаевна? Ну, я тоже его больше воспринимаю как только инструмент, который именно помогает людям, а не сам по себе действует. Ну и на самом деле во многих сферах это даже очень, можно сказать, будет помогать наоборот. Например, там, где есть опасное производство, вместо того, чтобы человека заставлять этим заниматься, можно как-то процесс автоматизировать и обезопасить, например, здоровье рабочих. Ну, я вот так это все воспринимаю. Ну вот здесь можно сравнить, например, скажем, с музыкой. Вот если раньше мы слушали что-то на аналоговых носителях, сейчас есть цифровое, а вот случится ли так, что человек условно это аналоговый носитель информации, а потом у нас появится такая возможность оцифровать разум, и вот в каком-то там ближайшем фантастическом будущем уже будут какие-то голограммы вместо людей, которые вот на основе каких-то мнений, воспоминаний, уровня знаний будут генерировать какие-то новые мысли, идеи, что-то в этом духе. Ну, на самом деле сейчас уже есть такие технологии, как цифровые двойники, да? Это когда образы, цитаты, видео человека загружают, и, в принципе, потом можно с ним поговорить, при этом он будет имитировать речь, там, высказывания, да, визуально он будет соответствовать образу. То есть такие технологии уже есть, там, не знаю, в Питере есть там цифровые остановки, где, допустим, стоит Пушкин, да, и разговаривает с тобой стихами. Но на самом деле я не думаю, что вот это заменит человека, потому что это все-таки технология, а это живое, да, то есть это не такая альтернатива. Ну, возможно, там в каком-то чуть-чуть более удаленном будущем такое произойдет, но на самом деле прогресс не остановить. У меня такое отношение к жизни, что будет, то будет. Мгм. Ну, то есть восстание машин нам тоже опасаться не следует. Ну, я пока не боюсь. Но, тем не менее, голосовому помощнику все же стоит говорить слова «спасибо» и «пожалуйста». Давайте поговорим о перспективах профессии. Какое будущее ждет IT-сферу и программирование в целом? Ну, если конкретно вот именно про разметку данных говорить, какие перспективы, да, то в целом это на самом деле сама профессия по себе перспективная, потому что технологии искусственного интеллекта развиваются, их нужно обучать, для этого нужны данные, и будет появляться все больше и больше задач именно по разметке данных. То есть здесь уже можно найти себе постоянную подработку, и в частности она больше удаленная, эта подработка. Ну, по IT-сфере. Ну, по IT-сфере в ближайшем будущем тоже, мне кажется, будет все хорошо, потому что если вот вообще думать, то уровень цифровизации у нас, он все еще прогрессирует, да, то есть куда расти, и с такими темпами, в принципе, и расширение пойдет там в другие области тоже, да, нельзя сказать, ой, там IT сдулось, раньше были экономисты, потом юристы, сейчас айтишники, там следующий кто-то. Тем не менее, иметь кроме IT какой-то базовый навык на случай там каких-то чрезвычайных ситуаций тоже важно. То есть, мне кажется, человеку просто, в принципе, надо быть разносторонним, верить в хорошее, добиваться своих целей. И нормальный человек, он нигде не пропадет, и в IT тем более. Ну и тут тоже надо понимать, что все это дело, наверное, носит междисциплинарный подход. Да, особенно сфера искусственного интеллекта. То есть более узконаправленные вещи, да, но искусственный интеллект, он затрагивает все области. Поэтому, в принципе, если у вас есть базовые знания в какой-то области, вы хотите их расширить, углубить, там будь то медицина, образование, там, производство, да, в принципе, из любой сферы можно привязаться к искусственному интеллекту, и компетенции понадобятся. Итоги, ну, в смысле, что результаты вы будете подводить в четверг. По кейсам мы с этого начинали, в общем-то, нашу программу. А какие планы по развитию отрасли у вас в году наступающем? По отрасли разметки мы вот собираемся расширять штат разметчиков, привлекать больше людей
из разных уголков нашей республики. Также хотим думать в сторону более специфических задач. И тут я думаю, что нам помогут учебные заведения нашего города, нашей республики, потому что, когда мы говорим вот о базовых задачах, действительно, курса для начинающих достаточно. А если мы говорим там о каких-то специфических, я не знаю, горных породах, к примеру, да, наверное, вот им не научить за курс, который длится там даже условно 2 недели, да. А тут мы хотим дружить там с университетами, брать к себе на практику оплачиваемых там студентов там 3-х, 4-х курсов, у которых достаточно знаний, и заодно показать им другую немножко сторону их профессии, да, то есть их там учат конкретно, допустим, вот та же горнянка, это там породы, это что-то, это экспедиции, а тут мы показываем, как, в принципе, IT-сфера может им помочь в их работе. То есть я думаю, что мы будем расширяться в эту сторону. А не думали, например, обучать людей почтенного возраста? Ведь для них это тоже что-то вроде развития. Работа вроде как, если размечать данные, не такая уж и сложная, если мы говорим там вот о кошках, собаках. Ну, на самом деле, разметкой данных может заниматься, по сути, кто угодно. Главное, это чтобы просто был интернет, компьютер, ну и мышка для удобства разметки работ, именно фотографий. А если мы научим разметке данных человека, да, почтенного возраста, какой идет дальше этап? Дальше уже зарабатывать на этом, можно сказать. Ну, имеется в виду с точки зрения информационных технологий. А с точки зрения информационных технологий, ну, там после разметки данных уже, если человек захочет дальше развиваться, он может уже быть, например, именно в профессии разметчика данных, он может стать проверяющим работ других разметчиков данных, да, или он может более углубиться именно в другие сферы именно аналитики данных, ну и также дальше саморазвиваться. Ну, тут получается такая, можно выбрать наставническую деятельность, а можно дальше стать экспертом в своей профессии. Ну, тут, мне кажется, это шикарный шанс именно понять, что у тебя получается. Да, то есть вот если мы говорим о людях старшего возраста, как правило, наверное, проблема даже не в компетенциях, а в том, что достаточно сложно заставить себя делать что-то там трудное, непонятное и кажется очень сложное. Поэтому если либо человек научится это делать, у него будет получаться хорошо, и это прекрасно, либо он поймет, что у него силы есть, и вот он технологию освоил, вот он программой пользуется, какую-то там удаленную работу имеет, и тогда он может там свой накопленный опыт, свои какие-то знания уже в какие-то другие сферы также привнести и расшириться в эту сторону. Короче говоря, самое главное — перебороть себя и открыть что-то новое. Ну и давайте таких немножечко цифр, данных, по каким ссылкам надо переходить, куда оставлять заявку, до какого числа все это активно. Курс вообще у нас сейчас в тестовом таком режиме, первый раз мы запустились, да, он проходит до 31 января. В принципе, сам процесс обучения, супер быстрые люди за пару дней, наверное, проходят, да, даже быстрее. Да, есть человек, который вообще за 1 день все сделал. Но само именно получение знаний и просмотр материалов, которые у нас есть, оно от силы там где-то около часа занимает. И там уже дальше нужно выполнить домашнее задание, и скорость там уже от человека зависит. Ага, ну, в общем-то, все от каждого по способностям. Пользуясь случаем, хочется потребовать немножечко с вас пожеланий. Все-таки это последняя рабочая неделя в уходящем году. Может быть, вы что-то можете сказать, пару теплых слов нашим зрителям? Ну, мы хотим, наверное, пожелать счастливого Нового года, очень классно отдохнуть в эти праздники. Себе мы желаем того же самого, потому что как лаборатория, которая открылась только осенью этого года, на следующий год у нас очень много планов, и вот главное передохнуть, набраться сил, и 25-й, я думаю, будет лучше, чем 24-й. Ну и, конечно, желаю всем людям и, конечно, своим близким всего хорошего. С наступающим Новым годом! Большое спасибо, что пришли к нам сегодня, Татьяна Альбертовна, Милена Николаевна. Вам хочется пожелать, чтобы ваши проекты действительно сбылись и принесли плодотворные результаты. Спасибо большое. Привет, мама. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.